Мой любимый сынок, голос, который сейчас звучит в твоей душе, нежно шепча, пришел не случайно. В твоей жизни нет места поражению или унынию, когда ты крепко держишь меня за руку. Вместе мы проплывем сквозь штормы, успокаивая бурные волны. Во времена хаоса мои объятия принесут тебе утешение, наполняя твое сердце нежными утверждениями. Поймите это, ваше существование и каждая сложность вашей жизни имеют для меня огромное значение. Я постоянно напоминал вам, что, несмотря на испытания, которые может преподнести мир, мой триумф на кресте и мое воскресение из могилы обеспечили победу над невзгодами. Я хочу поделиться с вами этой божественной силой, зажигающей в вас вечный источник живительной воды. Этот священный поток очищает, оживляет и вселяет новую энергию в вашу уставшую душу. Твой дух, уставший и измученный, ищет утешения в моем утешительном присутствии. Преследуй меня в каждый момент, будь то на рассвете или в ночной тишине, в бурю или штиль, в изобилии или в нужде. Ваше путешествие не отмечено неудачами, не поддавайтесь отчаянию, ибо вам суждено принять множество благословений, которые стоят на вашем пути. После каждой бури наступает момент спокойствия. Шумные волны успокаиваются, и воцаряется тишина. Так же, как мой голос достигает вас сейчас, мир, который вас окружает, является проявлением моей любви. Примите это всем сердцем, без отторжения и сомнений. Осознайте невидимые битвы, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, поскольку противник стремится повлиять на вас и уничтожить, но помните, что вы никогда не изолированы. Я рядом с тобой. Все, о чем я прошу, это щепотка вашей веры. Выбирайте веру, приветствуя непрекращающуюся любовь, которая сопровождает и защищает вас среди невзгод. Ход жизни может резко измениться, боль и слезы твои, способствующие исцелению души. Однако не поддавайтесь лжевечной боли или судьбе, омраченной постоянными поражениями. Критики и противники могут попытаться деморализовать вас, загоняя вас в страх. Но моя цель – оживить тебя, подняв твой взгляд и взяв меня за руку. Я желаю наполнить вас безграничным счастьем и решительным мужеством. Я хорошо знаю ваши трудности. Возможно, вы задумались о тщетности упорства, поддавшись искушению поддаться отчаянию. Однако моя любовь к тебе очень глубока. У меня большие планы на тебя и твоих близких. Не теряйте надежды и не презирайте своих благ. Избегайте теней уныния, ибо они не соответствуют моему желанию к вам. Я предлагаю жизнь, полную изобилия и божественной силы. Ваша ценность не привязана к мимолетным эмоциям или мнению других. Если сегодняшний день принесет вам испытания и презрение, услышьте мое заверение, и я ценю вас, даже если внезапно возникнут обескураживающие испытания. Никогда не сомневайся в моей неприходящей привязанности. Эти слова, запечатленные в твоем сердце, будут постоянно напоминать тебе о моей любви, с какими бы обстоятельствами ты ни столкнулся. Не позволяйте тревоге и изоляции одолеть вас, вы не одиноки в этом путешествии. Моя забота о тебе искренна и бесконечна. Чувства, которые вы испытываете, каждая из которых наполнена любовью, предназначены для восстановления вашего разума. Какими бы ни были твои чувства, я не отступлю, если ты меня оттолкнешь. Я буду твердо стоять рядом с тобой.
Хоть ты и повернута спиной, мои руки широко раскрыты. Помни, что моя любовь к тебе несравненна. Я испытываю к тебе настоящую привязанность и никогда не оставлю тебя. Моя верность вечна, моя любовь к тебе неизменна. Даже если ты попросишь меня уйти сегодня, я буду настойчиво шептать тебе слова любви, пока они не найдут отклик в твоей душе. Чувство, которое я чувствую, не начнет раскрываться внутри тебя. Приблизиться, позвольте мне окутать вас божественной любовью и провести вас через текущее испытание. Вот я и готов протянуть руку помощи. Возьмите его и позвольте ему наполнить вас покоем. Дни вашей печали подходят к концу, время отчаяния осталось позади. Я намерен наполнить тебя любовью и нежностью. Откройте свое сердце моему присутствию. В любви желаю тебе искренне понять, что никто не сможет любить тебя так сильно, как я. Я глубоко заглядываю в ваше сердце и разум. Боль может быть невыносимой и заставить вас сдаться. Возможно, прошла целая вечность с тех пор, как вы просыпались, желая встретить новый день с надеждой и радостью. Закройте глаза, положите руки на сердце, почувствуйте, как моя любовь, моя честность и мой мир наполняют вас. Я слышу твои молитвы во времена боли. Вскоре ты своими глазами увидишь, как моя любовь и сила поднимут тебя. Люби меня, ищи меня, преклоняй колени и держись за веру. Несмотря на то, что тебе предстоит пройти множество испытаний, моя сила – твой щит. Возникнут различные проблемы, но ваша вера в меня укрепляет вас. Не бойтесь своих трудностей, лицом к лицу со своей борьбой и битвами. Сосредоточьтесь на моих обещаниях и словах, которые я сказал, чтобы воодушевить вас. Несмотря на сильные ветры невзгод, ты искал моей помощи, крича в горе. И когда мой сильный голос достигнет тебя, бури все равно утихнут. Я укреплю твой дух, держитесь за скалу, чтобы противостоять бурям жизни. Поднимите паруса вашего путешествия. Рискуйте смело, не боясь бурного моря, грозящего презрением. Сосредоточьтесь на мне, моей любви и моей силе, пока я веду ваше путешествие и гарантирую, что вас не захлестнут волны. Конечно, иногда бремя кажется невыносимым, но я сдерживаю свое обещание облегчить ваше бремя. Оставайтесь твердыми, не расстраивайтесь. Потому что перед лицом сегодняшних испытаний я даю вам необыкновенную силу, которая готовит вас к завтрашнему дню без страха. Однако те, кто закрывается от надежды, сомневается в моем существовании, отвергает мои слова и высмеивает любовь, которую я предлагаю, любовь, которая ищет, исцеляет и спасает, упустят благословения, предназначенные для верующих. Доверьтесь моей безопасности, стресс и заботы сегодняшнего дня – ничто по сравнению с радостью, которая ожидает вас в тот день, когда проявятся ваши благословения. Я никогда не оставлял тебя в минуты слабости или отчаяния. Я заменил твою грусть счастьем. Если ты пылко ищешь меня в тишине своей комнаты, предлагая мне свое сердце в искреннем поклонении, и зовешь меня со всей своей страстью, знай, что я слушаю тебя и подниму тебя. Вы обретите силу и с радостью поймете ценность принятия меня в свою жизнь, выбора меня своим Богом, Царем и Господом. Я знаю обо всем, что тебе приходится пережить, и разделяю твои эмоции, когда ты доверяешь мне, обсуждаешь свои испытания и доверяешь свое будущее моей заботе.
образуется небесная связь. Я посылаю легионы ангелов на помощь вам, решая ваши проблемы не своей силой, а своим духом. Победа за вами в каждом испытании, потому что мое благословение на тех, кого я люблю, и на тех, кто достаточно смел, чтобы верить. Принеси мне свою боль, свою неуверенность и свои страхи. Смело идите вперед, ибо я веду вас. Отпустите страх, негативные эмоции и мелкие обиды. Освободите себя от горечи, зависти и непрощения. Я преображаю твое сердце. Этот период трудностей подходит к концу, открывая новую эру божественных и священных благословений в вашей жизни. Я предлагаю тебе самую чистую форму любви, ту, которая вытирает твои слезы и наполняет радостью. Прямо сейчас, пока вы слушаете мой голос, давайте вместе идти к полному изменению вашей жизни. Вы будете маяком надежды для своей семьи, ярким примером для окружающих. Вставайте и идите в бой, ведь победа уже близка вам. Отпустите свою печаль, свои разочарования, подарите мне те мечты, от которых, как вам казалось, вам пришлось отказаться, те моменты, которые вы хотели сдаться. Оставь у моих ног голоса, шепчущие, что тебя недостаточно. Я хочу, чтобы ты испытал настоящую любовь. Моя цель – дать вам понять, что кто-то заботится о вас глубоко и искренне, с любовью, какой вы никогда раньше не испытывали. Вот моя любовь к тебе, красивая, нежная, но сильная. Продолжай говорить со мной в молитве. Я хочу, чтобы ты был рядом, защищен моей божественной заботой. Отчаяние, с которым вы боретесь, стремится увести вас от меня, разорвать нашу связь и сбить вас с пути. Однако это не то будущее, которое я вам представлял. Вот почему я говорю с вами сегодня, чтобы подбодрить вас, принести вам спокойствие, облегчить ваши заботы и дать вам силы, когда это необходимо. Ты примешь мою любовь? Ответь сейчас, прими мою силу, ответь из глубины своей души. Обещай мне, что останешься в моем присутствии. Но знайте, если вы решите уйти или если противник попытается вырвать вас из моих объятий, я не отпущу вас. Где бы ты ни был, я буду следовать за тобой, готовый вернуть тебя на свою сторону. Враг вашей души может упорно убеждать вас, что вам суждено одиночество, что я покинул вас из-за вашего несовершенства. Но это ложь. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Ничто не может разорвать нашу связь, ни вина, ни отвержение, ни неудача, ни осуждение. Моя любовь к тебе нерушима, незабываема. Вы уже знаете об этом, я просто подтверждаю это, я заявляю это еще раз. И твое сердце горит страстью моей вечной любви. Вы можете это почувствовать. Я восстанавливаю вашу волю к жизни, несмотря на проблемы, которые кажутся непреодолимыми, препятствия, которые кажутся слишком высокими, атаки, с которыми вы сталкиваетесь прямо сейчас в своей жизни. С сегодняшнего дня все будет по-другому. Вы преобразитесь, когда примете меня в своем сердце, вы испытаете глубокие изменения. Старое, негативное, все, что тянуло вас вниз, теперь осталось позади. Сегодняшний день знаменует ваше новое начало. Сегодня ты вступаешь в благословения, которые я приготовил для тебя. Моя сторона обещает вечную жизнь. Но даже сейчас мой Святой Дух наполняет вас и дает вам смелость встретиться лицом к лицу с миром.
Когда огонь моего духа коснется вашей души, вы обнаружите, что поете хвалебные песни и, наконец, осознаете всю полноту моей силы. Я проведу тебя в место за пределами твоих мечтаний, где твой голос будет резонировать с истинным счастьем, и все, что тебя тяготит, растворится. Моими глазами ты увидишь себя как нечто драгоценное, возвышающееся над испытаниями и готовое принять время благосклонности. Ты не должен оставаться в отчаянии или сомнении, а также не искать совершенства, чтобы заслужить мою любовь. Чего я хочу, так это вашей честной веры. Если кто-то попытается приглушить ваш свет, уходите. Не поддавайтесь их негативу и не просите их принять. Выбирайте компанию тех, кто вас укрепляет, уважает ваше путешествие и держится подальше от вмешательства и сплетен. Сбросьте цепи поражения и презрения, дорожите теми, кто искренне поддерживает вас, не ожидая ничего взамен. Это путешествие веры – это личный диалог между нами. Мне не терпится поделиться с вами своими проектами. Если хочешь подойти ближе, ищи меня. Я жду тебя каждое утро в тихие часы. Принеси мне свое сердце, послушай мой голос, и я открою тебе чудеса, которые я приготовил для тебя. Поверьте мне, день за днем я буду отвечать вам и вашей семье по-разному, раскрывая себя в вашей жизни. Позвоните мне, и вы услышите мой ответ. Я буду открывать тебе чудеса через сны и откровения, делясь своими планами. Я воспитываю вас, чтобы вы могли испытать чудеса, выходящие за рамки обычного. Примите эти слова с верой, ибо вас окружают огромные благословения. Мое желание – обогатить вашу жизнь, наполнив вас потоком моего духа. Эти слова свидетельствуют о глубине моей привязанности. Теперь, когда вы переживете это обновление, ваши молитвы и песни хвалы поднимутся на небеса прямо от моего присутствия. Я посылаю вам благословение, чтобы вы обновили свое счастье и исправили свое сердце. Никогда не подвергай сомнению мою любовь к тебе, храни эту истину в своем сердце. Оставайтесь твердыми и мужественными, бесстрашно встречайте свои трудности, непоколебимыми перед лицом любой угрозы. Не позволяйте скептицизму других украсть ваш покой. Те, кто сомневается в моих обещаниях, всегда будут искать радости. И все же вы мужественно игнорировали циников, несмотря на насмешки, ты сохранил в меня веру. Вот почему я клянусь никогда не покидать тебя, всегда быть рядом с тобой, защищать тебя от врагов день и ночь. Ваше эмоциональное здоровье очень ценно для меня, пусть ваши мысли обогатятся моим священным словом. Согласуйте все свои стремления и мечты с моими намерениями. Не действуйте быстро, просто чтобы угодить другим. Вместо этого наберитесь терпения, ищите моего руководства в молитве, и я поведу вас по пути к триумфу. Отпустите страх неудачи, помни, что я дорожу тобой, и ты в безопасности в пределах моей досягаемости. Благодаря моей любви ты преодолеешь все трудности. Я очень хочу, чтобы вы чувствовали себя настолько любимыми и защищенными, чтобы вы могли мужественно и без страха противостоять своим испытаниям и врагам. Погрузитесь в мое слово в поисках обещаний, которые будут направлять ваше путешествие и освещать ваш путь. Вы не должны ориентироваться в темноте. Я поручаю вам преуспеть, вооружившись моей любовью, вооружившись мужеством и способностью достичь величия. Развивайте свою мудрость, преодолевайте препятствия,
побеждайте силы и побеждайте гигантов. Поделитесь со мной своими потребностями, я внимателен. Я хочу, чтобы моя воля раскрылась в вашей жизни, чтобы моя сила была зримо проявлена настолько ясно, чтобы другие узнали мое присутствие. Вы будете каналом, через который я передам свои благословения миру. Начните со своей семьи, поощряйте их больше искать меня, молитесь за своих близких, и я буду обращаться к ним изо всех сил. Вылечите свои болезни, избавьтесь от нужды, устраните бедность и замените свою боль. Счастье, ненависть и раздор исчезнут, прощение и единство будут процветать, мир воцарится в вашем доме. Будьте смелыми и не бойтесь. Поделись с ними моей добротой и надежностью. Дайте им знать, что их благословения не являются результатом случайности или простой удачи. Помогите им увидеть хорошее в их жизни и напомните им, что это моя работа. Я призываю вас держать меня в центре всех своих решений, высоко ценить меня в своих сердцах. Я жажду, чтобы ваша жизнь изменилась, и мои благословения простираются на вас и вашу семью. Желаю, чтобы твой дом сиял моим светом по ночам, становясь прибежищем для утомленных, где каждый, приходящий к тебе, находит облегчение от своего бремени и чувствует мое присутствие, где среди вас происходят чудеса. У меня большие планы на тебя и твоих близких, планы, которые осуществятся, даже если на данный момент они не ясны. Вы можете чувствовать себя подавленными ожиданиями других, но мои планы совершенны, и я осыпаю вас благословениями, превосходящими все, что можно себе представить. Так что продолжайте молиться, погружайтесь в мои учения, согласуйтесь с моими желаниями и слушайте мое руководство каждое утро. Я готов дать вам дорожную карту и рекомендации, чтобы вам не пришлось идти в неуверенности. Я желаю, чтобы вы каждый день поднимались к победе, выбирая путь, отличный от пути тех, кто капитулирует под тяжестью мировых проблем. Я пришел для того, чтобы вы могли жить полноценной жизнью. Просто возьмите меня за руку и доверьтесь моим словам, и вы увидите, как мои благословения изольются на вас. Ты ищешь от тебя того, чего я хочу, теперь ты понимаешь. Я люблю тебя и хочу обильно благословлять тебя каждый день. Мир пытается испытаниями сломить твою веру, но я преодолел все его трудности. Ничто не сможет победить вас, если вы примете мое учение с верой и примите эти невероятные благословения с любовью и смирением. Я слышу твои молитвы, открывая пути в пустыне, посылая реку от моего престола, чтобы смыть все твои заботы, очищая твою душу, оставляя тебя спокойным и готовым наполниться верой, надеждой и миром. Перестаньте позволять своим мыслям мучить вас, позвольте мне войти в те уголки вашего разума, наполненные печальными воспоминаниями. Я твой господин, твой искупитель. Я простил твои грехи, поэтому тебе не нужно наказывать себя сомнениями и виной. Если ты действительно любишь меня и веришь в меня, перестань верить, что твои проблемы не имеют решения. Я не хочу, чтобы вас одолевал стресс и печаль. Это не то, чего я хочу для тебя. Не следует смотреть вниз, побежденному, неспособному взглянуть на небо. Сегодня я желаю тебе освободиться от всех забот. Да, вы живете в царстве трудностей, но вы оказались здесь в это время с определенной целью. Несмотря на трудности, с которыми вы столкнулись,
они были частью моего замысла зажечь вашу веру и дать вам смирение, необходимое для принятия мудрости и благословений, которые я готов вам дать. Ваши финансовые трудности закончатся, как только вы перестанете держать свои активы. Помните, что ваша семья и ваше благополучие бесценны. Признайте мою любовь к вам и проявите эту же любовь к вам с терпением и добротой. Стремление к совершенству только мешает вам и приводит к замешательству. Все совершают ошибки, но я здесь для вас, наблюдая за вашими трудностями, когда вы отклоняетесь от моих учений и позволяете эмоциям руководить вашими действиями. Однако каждый новый день приносит прощение и благодать тем, кто возвращается ко мне, готовый предложить вам новые начинания и милость прямо из моих рук. Я лично подойду к вам, озарю вас чистым божественным сиянием и покажу вам безмерную любовь, которую я испытываю к вам. Сейчас настало время полностью довериться себе. У вас есть важная цель в жизни, мечты, которые нужно преследовать, и семья, о которой нужно заботиться. Я прошу вашей преданности и лояльности, твое сердце принадлежит мне. Но отнеситесь к своему пути к свободе серьезно. Я создал тебя не для жизни, чтобы вести тебя бесцельно. Штормы не обмануты друзьями с хорошей погодой, которые подбадривают вас только для того, чтобы увидеть, как вы падаете, а затем обвиняют вас в падении. Не бойтесь оставаться в одиночестве, прими мою любовь и доверие. Предложите мне свою детскую веру, глубоко веря в мою заботу о вас, и вам не придется сталкиваться с жизненными трудностями в одиночку. С моей поддержкой вы преодолеете препятствия, обретя здоровье и силы двигаться вперед. Позвольте себе чувствовать себя любимым, не бойтесь отпустить тех, кто вас на самом деле не поддерживает. Я здесь для вас, предлагая поддержку, понимание и дружеское общение без осуждения. Приди ко мне открыто, не только потому, что я прошу тебя, но из-за любви, которую ты испытываешь ко мне в своем сердце. Покажите свою истинную преданность делу. Я не ищу совершенства в действиях или публичном проявлении веры. Я смотрю за пределы поверхности, я ценю настоящую любовь, а не притворную привязанность, смешанную со злобой. Ваша преданность и искренние молитвы драгоценны для меня, и я вознаграждаю честный дух за то, что он стал свидетелем моей любви и почувствовал мою глубокую заботу о вас. Пусть это будет ясно с сегодняшнего дня, ваши страхи рассеиваются. Я укрепляю вашу веру, облегчая ваши тревоги. Вместе мы пойдем к триумфу, твое сердце полно покоя, сотрясаемое моей любовью и купающееся в моем спокойствии. Так было, есть и будет всегда. Сегодня я здесь, чтобы придать вам смелости, прогнать страхи и укрепить ваш дух. Я не позволю твоим испытаниям оказаться напрасными. После этого боя вас ждет награда. Моя цель – изменить то, как вы себя видите. Ты значишь для меня все, независимо от твоей истории, твоих побед или поражений. Моя привязанность к тебе только усиливается. Весь ваш опыт сформировал вас для выполнения миссии, которую я поставил перед вами и вашей семьей. Не зацикливайтесь на недостатках своих близких, они тоже будут развиваться, приобретая проницательность, мудрость и духовную глубину. Люди, которых вы видите сегодня, преобразятся. Я буду следить за твоим ростом. Продолжайте молиться, эта фаза закончится, и в ваш дом вернется мир. Сначала принеси мне свои заботы,
свои молитвы и свои страхи. Не позволяйте гневу лишить вас радости, которой вы так жаждете. Борьба с вредными высказываниями, избегайте сравнений. Не причиняйте вреда их духу, даже если в вашем доме есть правило, говорите тихо. Никогда не прибегайте к оскорблениям, выбирайте дисциплину спокойно. Прежде чем исправлять своих близких, сделайте паузу, попросите моего руководства, чтобы наполнить вас небесной силой. Я буду рядом, чтобы помочь вам с любовью. Я рядом с тобой день и ночь, присматривая за тобой, пока ты спишь. Я иду с тобой, передавая свою мудрость. Мечтай по-крупному, потому что у меня на тебя большие планы. Просыпайтесь каждый день обновленным и полным надежд. Вы преодолеете любые трудности с достоинством и спокойствием. Я не дам тебе бремени сверх твоих сил. Однако, если вы чувствуете давление, знайте, что у вас хватит сил продолжать, потому что победа уже в пределах вашей досягаемости. Встаньте, не лейте слез и не тратьте времени на плач. Сразу за этой борьбой вас ждет награда, свидетельство вашей стойкости, празднование вашей верности и урожая ваших усилий. Я даю тебе такую власть, что вы пройдете через опасность невредимым, не затронутым обманом тьмы. Оставайтесь смелыми и уверенными в себе, зная, что все, на что вы надеетесь, находится на грани реальности. Ваша вера – это ваш путеводный свет, который сияет каждое утро. Ваша преданность делу восхищает меня, и в ответ я обещаю творить чудеса в вашей жизни. Моя любовь к тебе безгранична, даже если я остановлюсь и представлю себе светлое будущее, которое тебя ждет. Не бойтесь путешествия, испытаний или сражений. Имея мое имя в качестве своего щита, встречайте все испытания, обещая, что вас не увлекут мимолетные эмоции и не остановят никакие несчастья. Я твой целитель, твой кормилец, твоя опора и твой щит. Я удовлетворяю ваши потребности, усиливаю ваш тяжелый труд и укрепляю ваши мысли на вере. Прежде всего, сегодня я даю тебе уверенность в моей вечной любви. Даже когда ты спотыкаешься, моя любовь остается непоколебимой, поддерживая тебя на каждом шагу. Ваша жизнь – это путешествие, полное великолепных сюрпризов, обилие возможностей и шагов к еще большим победам. Ваша вера освещает ваше лицо, и ваша радость распространяется вокруг вас. То, как вы относитесь к другим, особенно к близким, отражает мою силу и любовь, демонстрируя миру чудеса, которые я творю с теми, кто доверяет мне всем своим сердцем. Сегодня я уверяю вас, что каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, имеет свою цель. Так что не бойтесь. Не позволяйте тревоге разрушить ваш разум. Продолжайте решительно идти по этому пути, потому что я всегда рядом с вами, предлагая вам любовь, мир, терпение и силу, наполняя ваши дни радостью и спокойствием. Я тебя люблю. Прислушайтесь к этим словам, особенно если вы спешите. Но если у вас есть минутка, примите это послание, которое принесет вам огромную радость. Я очень рад за тебя. Ваша преданность глубоко тронула меня. Несмотря на трудности, твоя уверенность во мне никогда не поколеблется. Поэтому сегодня я заявляю, что изолью еще больше благословений на вас и вашу семью. Не расстраивайтесь и не останавливайтесь на своем пути, идите туда без страха, дотягиваясь до небес.
Даже когда усталость испытывает вашу решимость, найдите минутку, чтобы поговорить со мной. Поделитесь своими мыслями и мечтами. Каковы ваши планы? Что у тебя на сердце? Какие чувства вас переполняют? Помните, что одного мира недостаточно для жизни, но каждое мое слово поддерживает вас. Еда, которую я приношу вам сейчас, предназначена для того, чтобы благословить вас, наполнить мужеством, миром и спокойствием. Я тебя люблю. Примите это в свое сердце сегодня. Когда тяжесть покажется слишком тяжелой, помни, что пыл моей любви к тебе остается неугасимым. Всегда помни, что я с тобой. Не зацикливайтесь слишком на человеческой поддержке, потому что вы можете потерпеть неудачу. Не позволяйте своему разуму зависеть исключительно от одобрения или любви других. Воистину, я заставил тебя любить и быть любимым. Однако единственная истинная и вечная любовь, которая навсегда принадлежит тебе, это моя неизменная любовь. Он тверд и готов принять вас. Защити свое сердце от тех, кто может покинуть тебя. Не доверяйте свое будущее тем, кто разлюбит, получив все. Никогда не отдавайте первое место в своей жизни людям, которые могут предать вас, ранить ваше сердце и нарушить ваш покой. Вы искали надежду, и теперь она здесь. Вы молились об этом, и я принес это вам. Помните, что вы никогда не одиноки, никогда не покинуты. Даже если твои близкие уедут, ты получишь от меня, твоего Небесного Отца, самую глубокую и прекрасную любовь, которая тебя лелеет. Огромное утешение знать, что ваш Небесный Отец глубоко заботится о вас. Я понимаю, вы ищете поощрения. Я здесь, чтобы помочь вам преодолеть эти препятствия, преодолеть печаль и продолжать двигаться вперед, не теряя веры, чтобы вы могли процветать. Поверьте мне, я твой Небесный Отец. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить со мной и делиться тем, что вы думаете, потому что я хочу, чтобы вы считали меня близким другом. Я связываюсь с тобой, чтобы ты знал, что я всегда здесь для тебя. Общение со мной полезно для вашей души. Наполните свой разум миром, и произнесением вслух укрепляет вашу веру, открывая путь к чудесам. Сегодня день, когда вы можете поделиться всем, что у вас на сердце, а также послушать то, что я хочу сказать. Я здесь не для того, чтобы судить вас, ругать или вспоминать ваши прошлые ошибки. Тихо шепчу тебе, напоминая о своей любви и о том, что я жду тебя каждое утро. Надеюсь, ты проснешься и вспомнишь, что я тебе нужен и что ты меня любишь. Твои драгоценные слова подобны восхвалениям восхищения, возносящимся к небесам. На рассвете мое присутствие окружает вас, вашу семью и ваш дом любовью и защитой. Так что помните, я здесь, чтобы помочь вам преодолеть любые трудности. Я не откажусь от благословений, которые ты просишь у меня. Что бы вы ни спросили, что принесет вам радость, я быстро отвечу, окутанный своей любовью. Даже самое маленькое количество веры, которую вы проявите, значительно возрастет, чтобы удовлетворить ваши потребности. Вы проявили такую большую благодарность, взамен я наполню твою жизнь большим, чем ты просил. Мир и его люди не могут предложить ту любовь и мир, которые я им приношу. Я наделил тебя верой, силой, смелостью и настойчивостью, чтобы преодолеть все препятствия, выиграть все битвы, в которые ты веришь, и любить Бога,
который настоящий, могущественный и действует за пределами естественного. Дайте мне знать, что вы чувствуете, поговори со мной, подтверди свое доверие ко мне сегодня. Встаньте и примите жизнь с радостью, живите словами, которые вы услышали и прочитали сегодня. Будьте готовы, потому что чудо, которого вы так жаждете, уже в пути. Исцеление и благословение грядут на вашем пути. Сегодня я приношу вам слова, полные любви и надежды. Я хочу, чтобы ты понял, что ты постоянно в моих мыслях и в моем сердце. Моя любовь к тебе крепка и надежна, эта связь остается нерушимой, сияя даже в самые темные времена, предлагая тебе мир, комфорт и силу. Так что слушайте сегодня внимательно, потому что я хочу сказать вам кое-что особенное. Чудо, о котором вы молились, вот-вот произойдет. Этот чудесный знак, которого вы так долго ждали, скоро станет реальностью в вашей жизни. Как отец, я собираюсь продемонстрировать свою силу неожиданным образом. Я знаю, что мир, в котором вы живете, неопределенен и полон проблем, которые иногда утомляют вас. Бремя, которое вы несете, может показаться слишком тяжелым, и бывают моменты, когда ваша вера колеблется. Однако помните, вы никогда не столкнетесь с этим в одиночку. Я с тобой на каждом этапе пути, никогда не покидаю тебя, особенно в самые тяжелые моменты. Вполне естественно иметь вопросы и сомнения, задаваться вопросом, почему жизненный путь оказался таким трудным, или подвергать сомнению мое влияние на вашу жизнь. Но у каждого испытания есть цель, каждая борьба, с которой вы сталкиваетесь, это не только битва, но и возможность для роста, для открытия внутренней силы. Не позволяйте трудностям ослабить вашу веру, не позволяйте жизненным бурям украсть ваше благословение. Всегда знайте, что я работаю за кулисами от вашего имени, превращая ваши испытания в моменты радости и праздника. Хотя сейчас вам это, возможно, не совсем ясно, я хочу, чтобы вы поняли, я создал идеальный план для вашей жизни. Любая сложность и самопрощение, священное искусство, признает, что трансформация происходит в расщелинах человечества, особенно в самые темные часы созерцания. Когда чувства стыда и вины пытаются затмить сияние души, важно оказать себе ту же благодать, которую мы показываем другим. Прошлые неудачи не должны определять личность человека, напротив, именно благодать и безграничная любовь должны сокрушить и украсить путь к самопрощению. Каждая ошибка ведет к знаниям, величию и музыкальному развитию. Самопрощение должно стать не полем битвы самокритики, а священной землей, где милосердие становится самолюбием. Принятие себя, своих недостатков и всего остального жизненно важно для шедевра жизни, признание того, что каждая нить божественного гобелена имеет цель. Мягкое прощение себя освобождает вас от цепей вины, позволяя внутреннему сиянию осветить тьму. Это не отказ от ответственности, а признание собственной способности к искуплению и изменению. Когда самопрощение подходит к концу, благодарность за уязвимость и течение жизни в священном пространстве приносит утешение и исцеление. Отсутствие безусловной любви часто проявляется в различных формах страха, который вредит характеру, духовной жизни, мироощущению и физическому здоровью. Безусловная любовь высвобождает ненависть, ревность, гордость и другие формы страха, поощряя празднование успехов других и сочувствие в случае неудач.
Изоляция, иррациональные страхи, ревность и обиды – симптомы отсутствия безграничной любви, которая вызывает проблемы с физическим и психическим здоровьем. Надеюсь, ты никогда не поддашься такому негативу, потому что твоя готовность прощать достойна восхищения. Сила заключается в том, чтобы быть добрым к себе и видеть в других любимых и непорочных детей Божьих. Прощение означает высвобождение гнева и видение других с божественной любовью. Это путешествие самопознания, принятия несовершенства и недостатков человечества. Прощение освобождает нас от ограничивающих идей и прошлых травм, окутывая себя и других любовью и исцелением. Самопрощение – это священное паломничество, где каждая трудность – это ступенька, а каждый недостаток открывает духовную возможность. Размышление над своей историей с пониманием, настойчивостью и состраданием к себе способствует росту и устойчивости. Среди трещин и щелей несовершенства лежат духовные преобразования и божественные возможности. Прощение утверждает достоинство, восстановление и возрождение, окутывая душу объятиями божественной любви. Это процесс роста, терпения и принятия истины о том, что вас любят безмерно. Идя по священной земле, освободите цепи стыда и войдите в освобождение прощения. Это продолжающееся путешествие, а не конечная точка, отмеченная ростом, освобождением и просвещением души через божественную любовь. Примите уязвимость, потому что именно через уязвимость мы открываем преобразующую силу любви и благодати. Верь в силу прощения, моя дорогая, и пусть она приведет тебя к свету твоей подлинной личности, символу безграничного милосердия, которое характеризует нашу вечную связь. Твой жизненный путь – это гобелен, мои любимые, сотканные из нитей счастья, печали и выбора. Я буду с вами на каждом этапе пути, подбадривая вас, когда вы добиваетесь успеха, и направляя вас, когда вы падаете. Что бы вы ни делали, знайте, что всегда есть место для совершенствования, и что единственный способ получить прощение и благословение свыше – это покаяться. Надеюсь, эти комментарии принесут вам хорошее настроение. Покаяться – это изменить свое мнение, причем не только церемониальное. Искреннее желание покаяться в своих грехах, принять ответственность за свое поведение и исправить свои ошибки – вот что отделяет нас от любви Божией. Покаяние – это священный разговор между вашим духом и Богом. Сохраняй спокойствие и будь осторожна, моя дорогая, в этом выступлении я буду обсуждать преобразующее воздействие истинного раскаяния на душу. Придя ко мне с раскаянием, вы позволите благодати влиться в вашу жизнь в форме совершенства. Поскольку я знаю, какие испытания вы переживаете, самое главное – это искренность ваших извинений, честность ваших мотивов и интенсивность вашей боли. Вы принимаете вид цветка, лепестки которого раскрываются в ответ на легкий ветерок. Ваш дух, когда его коснется дар покаяния, расцветет, как этот цветок. Этот процесс включает в себя отпускание старого и приветствие нового, позволяя очищающей и обновляющей силе прощения омывать вас. Тебе нужен новый взгляд, новое начало и оставить прошлое позади, детка. Мой голос полон сострадания, когда я объясняю связь между отказом от зла и получением неограниченных наград. Благословение – это выражение Божьего сострадания и любви, а не показатель того, насколько вы хороши. И если вы искренне ищете прощения, вы освобождаете место в своем сердце для милости Божией, способной творить чудеса. В
чем бы вы ни нуждались, благословение может прийти в форме исцеления, руководства, душевного спокойствия или целостности. Я хотел бы поделиться с вами о важности покаяния в развитии более тесной связи с Богом. Разделение между вашей падшей человеческой природой и божественной природой Бога можно преодолеть через покаяние. Признание вашей постоянной потребности в Его любви и руководстве – это акт смирения. Если ты действительно хочешь, чтобы Бог вел тебя и показал путь, покаяние – это первый шаг, малыш. Позвольте себе погрузиться в эти предложения, позвольте мне рассказать вам истории о людях, чьи жизни изменились бы навсегда, если бы они искренне покаялись, не из чувства собственного достоинства, а потому, что они знали, как много они согрешили и как сильно они любили своего отца. Блудный сын вернулся, сокрушенное сердце может найти неиссякаемый запас благодати Божией. В спокойной обстановке сада я подчеркиваю силу прощения, которая является побочным продуктом истинного раскаяния. Божье прощение – это не абстрактная идея, это неотъемлемая часть того, кем вы являетесь, и того, что вы отстаиваете в своем сердце. Вспомните притчу о заблудшей овце, твердую любовь пастыря и радость, которая отзывается на небесах, когда кается одна душа. Прощение становится могущественной силой, когда ваша воля находится в гармонии с Его волей, удаляя пятна прошлого и прокладывая путь к благодатному будущему. Небесные воинства пленены звуком вашего покаяния, которое побуждает Бога к состраданию, вечная симфония благодати. Это олицетворяет великолепие искупления, моя дорогая. Я держу тебя на руках и мягко улыбаюсь, притягивая тебя ближе. Пусть твоя душа станет садом, где с восходом солнца сожаление вырастет, как цветы на гобелене твоей жизни. Пусть истинное раскаяние послужит общей нитью для создания истории спасения, прощения и вечной любви. Верьте в изменяющий жизнь потенциал покаяния, Он хранитель царства благословений. Позвольте словам плавать на ветру и почувствуйте связь между разумом, телом и духом. Путь покаяния – это священная дорога. Пусть сад твоего сердца сияет ярким светом, и пусть мой дорогой сын обретет там великое спокойствие и цель. Я рядом с тобой, дорогой сын, дух, ищущий утешения и направления, ведомый любящей рукой Иисуса. Среди мирной изоляции мирного склона, освещенного мягким светом заходящего солнца, сладкий аромат цветущих цветов витает в воздухе в этот весенний день, напоминая, что всегда есть сладкие улыбки, красота и омоложение, какими бы трудными ни были трудности. Обстоятельства. Мои возлюбленные, я говорю с вами сознанием и состраданием, пока вы проходите сложный жизненный путь. Вы объединены нитями любви и божественного замысла. Помните, что испытания, проверяющие вашу смелость, так же важны, как и триумфы, формирующие вашу жизнь. Я сделал тебя сильнее, чем ты думаешь, и именно в трудные времена ты опираешься на свои внутренние резервы устойчивости, моя дорогая. Я протягиваю вам успокаивающую руку. Сядьте с ним на траву и позвольте моему присутствию окутать вас успокаивающими объятиями. Дорожи своими отношениями с окружающими, любовь моя. Пусть любовь укажет путь, любовь обладает способностью исцелять поврежденное сердце и восстанавливать разрушенные отношения. Любите свою семью, как целебный бальзам, и дайте ей ее в трудные времена. Прощение и понимание прокладывают путь к воссоединению и гармонии.
Когда человек смотрит за пределы видимости и видит божественный свет в каждом члене своей семьи, когда я смотрю на горизонт, на ум приходят трудности, присущие межличностным отношениям. Прощение – это не признак слабости, это заявление о силе. Я знаю, что семейные отношения могут быть сложными, и что споры и недоразумения могут подвергнуть испытанию узы, связывающие вас. Прощение освобождает вас и других от цепей горечи, поэтому отпустите то, что вас тяготит. Золотой свет заходящего солнца создавал спокойную атмосферу, отражающую спокойствие моих комментариев. Обратите свое внимание на дружбу сейчас. Настоящие друзья – это бесценные драгоценности, которые следует беречь. Однако даже самые лучшие дружеские отношения могут столкнуться с бурями, которые попытаются разрушить дух товарищества. Примите индивидуальность друг друга и основывайте свои отношения на любви и сострадании. Сорт демонстрирует мою безграничную креативность. Пожалуйста, дайте мне минутку, я дам тебе время, сын мой, чтобы усвоить слова. Будьте очень внимательны и избегайте осуждения, когда при взаимодействии с другими возникают недопонимания. Ищите области согласия и позвольте сочувствию вести вас. Помните, прощение другого человека – это первый шаг к построению значимых отношений. Отношения, способность пережить трудные времена вместе и стать сильнее – это прекрасно в настоящей дружбе. Сквозь нерушимые узы любви мой сын взирает на бескрайние просторы планеты, где в изысканном танце человеческих связей переплетаются разные души. Дорогая, твоя любовь не знает границ. Пусть доброта станет универсальным языком. В мире, полном разнообразия, красота в различиях. Поэтому приветствуйте людей, которые отличаются от вас. Я говорю это от всего сердца, потому что хочу жить в обществе, где любовь побеждает ненависть и токсичные отношения. Пусть в таких случаях вы выйдете победителем среди людей, которые выведут вас за пределы ваших возможностей, как интеллектуальных, так и эмоциональных. Никогда не забывайте, что любовь может преодолеть все препятствия и исцелить разбитое сердце. Прощение может стать связующим звеном между разбитыми сердцами, поэтому выбирайте сострадание вместо осуждения. Ты зеркало света внутри тебя, моя дорогая дочь, и когда ты любишь других, они тоже любят тебя. Каждый человек, которого вы встречаете, является отражением моего великолепного творения. Солнце садится и раскидывает по небу паутину звезд, так что найдите минутку, чтобы послушать и впитать глубокие идеи, которыми я хочу поделиться с вами сегодня. Пожалуйста, позвольте мне мягко напомнить вам, мои возлюбленные, что на этом пути вы встретите других, преодолевая сложности отношений. Я здесь, чтобы идти с тобой, освещая путь светом любви. Пусть любовь ведет вас, в сложной паутине жизни тебя проведут прощение, сила и сочувствие, любимое дитя. Через любовь и прощение вы обретаете суть своей божественной музыкальной судьбы, и наша любовь к вам будет длиться вечно. С этими добрыми и направляющими словами я всегда с тобой. Вы можете почувствовать успокаивающее присутствие, перемещаясь по сложной паутине жизни. Вы – драгоценная нить, сотканная для небесной цели. В вашей земной жизни, когда бы вы ни были подавлены и разочарованы, какими бы мрачными и трудными ни были дела, знайте, что я буду рядом, чтобы поддержать вас и направить вас по пути. Подумайте о том невероятном влиянии,
которое прощение может оказать на вашу жизнь. Прощая другого человека, вы открываете способ освободить свою душу от уз обиды. Человеческий дух склонен таить обиду, но я умоляю вас вырваться из этого порочного круга, взглянуть за рамки проступков, которые могли причинить вам боль, и принять искупительную силу прощения. Возьмите мои уроки в качестве примера, они основаны на послании любви, сочувствия и сострадания. Когда вы прощаете, вы разрываете порочный круг гнева и освобождаете место целебному бальзаму, который успокоит любую боль, которая может гноиться внутри вас. Имейте в виду, что прощение кого-то – это признак силы, а не слабости, потому что оно исходит от любящего сердца. Когда вы отпускаете обиду, вы освобождаетесь от груза предыдущих обид и освобождаетесь, чтобы двигаться вперед с надеждой и спокойствием. Как и агрессия, возмездие представляет собой порочный круг, который поддерживает страдания и антагонизм. Горче становится только из-за мести. Более радикальная и мощная форма мирного сопротивления – подставить другую щеку. Вы представляете дух, который желает единства, а не разделения, когда вы выбираете любовь вместо наказания, которое превосходит ограничения человеческого эго. Подумайте о преобразующем эффекте милосердия и прощения. Те, кто выбирает путь примирения, преодолевая сложности отношений и сталкиваясь с моментами конфликта, черпают вдохновение из этой притчи и позволяют прощению быть направляющей силой в их отношениях. Точно так же, как отец в истории о блудном сыне, который с открытым сердцем и готовым прощать принял своего своенравного сына. Я доверяю вашему характеру, потому что знаю, что вы обладаете силой и стойкостью, чтобы сломать шаблон и не стать инструментом ненависти и возмездия, а вместо этого быть проводником сострадания и понимания во всех ваших отношениях. Приложите усилия, чтобы стать светом, освещающим тьму, которая может окружить сердце других, когда они реагируют гневом. Сострадание – это способ прервать цикл возмездия и посеять семена перемен. Иметь сердце, не наполненное ненавистью и местью, имеет огромные преимущества. Но я знаю, что сломать эти шаблоны нелегко и что путь может быть усеян ловушками. Состояние освобождения от оков мести и ярости – цель этого пути к внутреннему миру. Чтобы помочь вам сломать эти шаблоны, помните о самом важном, чему я вас научил: возлюби ближнего своего, как самого себя. Столкнувшись с выбором между местью и прощением, прими эту заповедь не как бремя, а как путь к мирной жизни, моя дорогая дочь. Пусть любовь будет вашим компасом, потому что именно с любовью вы освободитесь от порочного круга гнева и мести и заложите основы изменившегося мира. Будьте уверены, есть много других, кто поддержит вас, когда вы начнете ломать стереотипы. Доверьтесь силе любви и прощения, и пусть эти ценности станут маяками, которые приведут вас к жизни, полной цели, радости и вечного мира. Я здесь с вами на каждом этапе пути, давая вам грацию и силу, необходимые для преодоления любых препятствий, которые встречаются на вашем пути. Прощение – это игла, объединяющая сострадание, страсть и любовь, составляющие полотно жизни, моя дорогая дочь. Небесный танец, не имеющий границ времени и места – это благословение, которое вы дарите себе и всем, кто вас окружает. Прощение – это не событие, а образ жизни, постоянный запас благодати, поддерживающий дух. Помните об этом, вставая на путь выздоровления.
Забирайся ко мне на колени, малышка, пока мы идем по ароматному полю травы и цветов. Давайте будем едины на пути к прощению. Способность простить кого-то показывает большое мужество и силу, а не слабость. Подобно реке, текущей по опасному ландшафту, отказ от горечи и выбор любви требует огромной силы перед лицом невзгод. Прощение указывает путь к внутреннему освобождению. Подумайте о масштабах последствий прощения, о том, как они влияют на людей так, как вы даже представить себе не можете, и как они сохраняются с течением времени. Прощение – это космический танец любви и искупления, приводит вас в гармонию с божественным порядком и является путеводным светом, сияющим сквозь тени человеческих страданий. Это ваше прощение. Прощение – это превращение невзгод в силу, любовь и понимание, а не в резину. В этой священной алхимии божественное может действовать через вас, когда вы превращаете свинец своей боли в золото своего сострадания, создавая в своем сердце место для исцеления и роста. Прощение похоже на наблюдение за заходом солнца. Это позволяет оставить прошлое в прошлом. Каждая слеза является частью грандиозного замысла, создающего шедевр, который вскоре откроется вам. Чудо, которого вы ждали, придет тогда, когда вы меньше всего его ожидаете, возможно, так, как вы никогда не предполагали, и в тот момент, когда вы не ожидали. Все, что тебе нужно сделать, это поверить в мою непоколебимую любовь к тебе. Помните, вера – ваш самый мощный инструмент в борьбе с любыми трудностями, с которыми вы сталкиваетесь. Даже когда дела кажутся мрачными, оставайтесь стойкими в своей вере. Не позволяйте сомнениям овладеть вами и не позволяйте шепоту противников сеять хаос в вашем уме. Я твой Бог, Бог, делающий невозможное. Только я могу достичь того, что кажется недосягаемым для людей, и если вы доверяете мне, вы увидите непреодолимые препятствия, стоящие на вашем пути. Держись, дочь моя, и не поддавайся отчаянию. Я понимаю, что ожидание может быть трудным, что нетерпение может взять верх, и вы жаждете немедленных ответов. Но знайте это, период ожидания имеет решающее значение. Это время, которое я использую, чтобы сформировать ваш характер, укрепить вашу веру и подготовить вас к чудесам, которые вас ждут. Мой план для вас идеален и осуществится в нужное время, так что не расстраивайтесь и не теряйте надежды. Продолжайте смотреть на меня, будучи уверенным, что я не оставил вас и активно работаю для вашего блага. Верьте, что то, о чем вы молились, скоро сбудется. Ваше долгожданное чудо придет неожиданно и будет еще более величественным, чем вы себе представляли. Ваше здоровье помолодеет, ваши финансы будут процветать, эмоциональные шрамы заживут, а одиночество уйдет в прошлое. Поверьте, что я сделаю это возможным, поскольку я ваш Небесный Отец и тщательно организую каждый аспект вашей жизни. Даже если это находится за пределами вашего восприятия или понимания, я еще раз призываю вас сохранять свою веру сильной. Не позволяйте нетерпению затуманивать ваше видение и не позволяйте сомнениям и негативу удерживать вас от моего присутствия. Не позволяй какой-либо ситуации повлиять на твою веру в мою любовь или в чудо, которое я собираюсь совершить в твоей жизни. Погрузитесь в мудрость, которую я вам предлагаю. Позвольте уверенности моей силы наполнить ваше существование оптимизмом и радостью. Продолжайте двигаться вперед без страха,
несмотря на любую бурю, осознавая, что я ваш хранитель и ваше нерушимое убежище. Во времена уязвимости я подарю необходимую силу. Когда возникнет недоумение, я наставлю тебя на правильный путь, а в минуты печали моя безграничная любовь окутает тебя. Вы не подвластны капризам своих оппонентов, ты в безопасности под моей защитой. Принеси мне все свои заботы и проблемы. Оставьте все, что вы считаете невозвратимым, все эти непроходимые тупики и запутанные ситуации. Положите все это к моим ногам, и я гарантирую, что распутаю это. Даже когда ваши оппоненты настаивают на том, что вы не можете этого сделать, что вы плывете по течению, я здесь, чтобы сказать, что вы можете, и вы определенно не плывете по течению. Я не позволю тебе сбиться с пути. Я свет, который направляет ваше путешествие, готовый вывести вас из запустения и окутать своей благодатью и любовью. Просто доверься мне, даже когда твои силы иссякнут, я подниму тебя. Все, что тебе нужно сделать, это довериться мне. Обещаю помочь тебе преодолеть все препятствия. Вы станете свидетелем того, как трансформируются сложные ситуации и как открываются новые пути, которые направят ваши шаги вперед. Во времена слабости, когда твоя энергия иссякает, я буду твоей твердыней. Посреди хаоса я буду твоим спокойствием, а когда неопределенность затуманит твой разум, я буду ясностью в твоем сердце. Продолжай, дочь моя, продолжайте двигаться вперед, двигайтесь вперед, осознавая, что моя любовь сопровождает вас на каждом этапе пути. Я буду рядом, чтобы воодушевлять вас, поддерживать вас и направлять вас к будущему, которое вас ждет. Просто доверься мне, и я уверяю тебя, что ты никогда не останешься один. Я не оставлю тебя, двигайтесь вперед с уверенностью в моей неприходящей любви, готовой поддержать вас после неудачи, осветить ваш путь во тьме и нести вас, когда путешествие станет слишком трудным. Оставьте прошлое позади, сегодняшний день означает новое начало. Сейчас самое время посмотреть вверх и расширить свой кругозор. Выбирайте пути, которые определят вашу судьбу. Доверьтесь своей вере и сосредоточьтесь на том, что ждет впереди. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках и не сожалейте о них, отпустите то, что произошло, простите, отпустите обиду и не позволяйте нехватке прощения поймать вас в ловушку боли. Примите терпение и любовь, не позволяйте суждениям других людей определять вас. Помните, я знаю вас близко, и никакое мнение в мире не стоит больше, чем мое слово. Я назвал тебя своим сыном, святым и непорочным в моих глазах. Во мне вы сильны и более чем победительны, поэтому не позволяйте узким перспективам мешать вам. Двигайтесь вперед, утешаясь моей любовью на каждом этапе пути, зная, что каждое испытание формирует в вас что-то прекрасное. Цель вашей жизни необычна и замечательна. Итак, дочь моя, послушай меня еще раз. Вы не одиноки, вы никогда не одиноки. Ты в моих руках, и сегодня я здесь, чтобы помочь тебе подняться на эту гору, разрушить барьеры. Я дам тебе силы преодолеть препятствия в твоей жизни. Мои руки всегда будут поддерживать тебя, и мой свет проведет тебя в самые темные времена. Не бойтесь того, что ждет вас впереди, даже если вам кажется, что вы столкнулись с бесконечной пустотой. Я буду там, чтобы поймать тебя и помочь тебе летать. Моя поддержка не только стабилизирует вас, но и поднимет вас к новым возможностям,
к возможностям, которые вы еще не можете увидеть, но которые возникнут и обогатят вашу жизнь. Настойчиво не останавливайся и не позволяй этому моменту отнять твои мечты. Он признает, что никто не достигает своего святилища, не пройдя сначала испытания. Я защищу тебя в палящую дневную жару и осветлю твой путь в холодной тьме ночи. Поверьте мне, потому что я намерен благословить вас за пределами ваших самых смелых мечтаний. Двигайтесь вперед, зная, что я с вами на каждом этапе пути. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, которые кажутся непреодолимыми, помните, что сила внутри вас больше, чем вы думаете. Даже если дорога ухабистая, груз кажется слишком тяжелым, а буря слишком неумолимой, помните, что вы никогда не проделаете это путешествие в одиночку. Моя любовь и руководство всегда с тобой, ободряя тебя и придавая тебе мужество, в котором ты нуждаешься, мой любимый сын. Отныне рассматривайте каждый шаг и задачу как возможность расти и учиться. Не бойтесь совершать ошибки, доверьтесь моей мудрости, которая приведет вас к вашим целям и сделает вас тем человеком, которым вы должны быть. Всегда помните, что ни одна мечта не является слишком великой, когда я рядом с вами и помогаю вам воплотить ее в жизнь. Не сдавайся, иди вперед решительно, ведь со мной ты сможешь добиться всего, чего пожелаешь. Поверьте этому. Аминь.